Сирийские беженцы выстраиваются в очередь за едой в одном из лагерей на турецко-сирийской границе. В поселке Баба-Салам уже 8 таких поселений, которые опекают турецкие гуманитарные организации. По мере того, как армия Башара Асада при поддержке российской авиации продвигается к Алеппо, тысячи людей бегут к границе с Турцией, спасая свою жизнь. Мы бежали в Бааб, по дороге бомба попала в школу, осколок попал мне в ногу. Доктор сказал, что если не ампутируют, то начнется гангрена. Фатма добралась до лагеря 10 дней назад, когда российские самолеты стали бомбить город Мине. Бежали всей семьей, 15 человек. В этой войне Фатма потеряла 2 сыновей и сама сейчас стала инвалидом. Русские? Не знаю даже, что сказать. Я их не люблю, русских. Из-за них я потеряла ногу. Не люблю я их. Из-за них я теперь инвалид. Все могут двигаться, ходить, а я беспомощна. В этом лагере живет более 10 тысяч человек. Многие из них – дети. И на вопрос, почему они здесь, они отвечают просто. Из российских самолетов. Они бросали в нас бомбы. Они ничего не оставили. Ни мечети, ни гражданских, ни домов, ничего. Независимых подтверждений о том, что именно российская авиация бомбила эти районы, пока нет. Махмуд бежал из города Тель-Рифат, где сирийская оппозиция под авианалетами сражается против курдов и армии Асада. Русский медведь. Каждый второй день. Иногда каждый день. На Тель-Рифат упало более 400 бомб, и это в течение 10 дней. Условия в лагере критические. Для новоприбывших не хватает палаток, у людей есть только самое необходимое. Туалетов нет. Мы в одной и той же одежде ходим каждый день. Турция находится под большим давлением. Евросоюз призывает ее открыть границы и впустить беженцев на свою территорию. Но турецкие власти утверждают, что уже приняли более 2 миллионов человек и не в состоянии справиться с наплывом. Все, что остается делать этим людям, это ждать. Им кажется, что их единственная надежда – это Бог. Шахида Якуб, Роман Кубка, Газиантеп, Турция.